Добрый вечер. Предвыборная агитация на телеканале «Крым». И сегодня в нашей студии Альмир Самадинов, кандидат в народные депутаты Украины по 6-му мажоритарному округу, который включает в себя Старый Крым, Феодосию и часть Ленинского района. Добрый вечер, Альмир Шевкетович. Добрый вечер, Катерина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы лицо в крымской политике новое. Расскажите немного о себе. Кто вы, откуда, каков был ваш жизненный путь? Родился я в Узбекистане, в городе Коканде. Закончил среднюю школу, поступил в Ташкенте, в Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства на специальность электрификация сельского хозяйства. По сути, я инженер-энергетик по сельскому хозяйству. Вот. После учебы в Ташкенте я был направлен это Андижанская область, Шариханский техникум. Преподавал там теории основы электротехники. Вот. Затем, после этого я прибыл в свой родной город, в город Коканд, устроился на завод называется Коканд Текстильмаш. Я там работал старшим инженером по электрооборудованию, и получилось так, интересный случай в моей жизни был, что вот именно в первый раз попал я в Крым, будучи находясь в командировке от этого завода. Здесь вот находился в Симферополе машиностроительный завод, и я привез сюда оборудование, и здесь как бы это оборудование поменял на другое, то есть то оборудование вышло из строя. Вот. Ну, первое мое знакомство с Крымом, конечно, меня очень даже впечатлило. У меня было время недели, я ездил в Ялту, отдыхал. Вот, пока, значит, оборудование чинили, меняли, я находился в Крыму. Как только вернулся в свой родной город, я понял, что я уже проникся своей родиной и понял, что здесь уже я не смогу находиться, оставаться, и мне нужно срочно переезжать в Крым. Вот. Ну, на то время, это был, по-моему, 87-88 года, как раз еще вышло сообщение ТАСС, это Громыко, было сообщение ТАСС Громыко, где, огульно обвинялся крымско-татарский народ, и как бы это вот еще бы как бы являлось тем, что вот такая появилась во мне злость, и я понял, что я должен ехать в Крым и бороться за свои права. Значит, когда приехал в Крым, я попал в Белогорский район, село Лечебное. На тот момент я был молодой, у меня больших денег не было, чтобы купить себе большой дом, там в городе устроиться, и мне пришлось приехать в село. У меня и специальность была сельская, в принципе, но по моей специальности работы как бы и не было в этом селе. Несмотря на это, я приехал в этот Белогорский район, село Лечебное. Это тогда был колхоз имени Мичурина. Вот. Колхоз был богатый, колхоз-миллионер, будем так говорить. Вот. И когда я приехал, по непонятным причинам я столкнулся с противостоянием со стороны власти, понимаете. То есть возможность купить дом у меня... Такой большой дом не было, и когда я решил купить маленький домик, вот, это старой татарской постройки, мне сказали, что мы его не дадим вам купить, что он якобы аварийный и в нем жить нельзя. Я спрашиваю, подождите, раньше же в этом доме кто-то жил. Там жил дедушка, который умер, и по тем законам, в общем, через 6 месяцев только возможно было оформление этого дома. А я так понял, что председатель положил глаз на это, председатель колхоза положил глаз, и ему не нужен был этот дом, ему нужно было место. То есть место было хорошее, возле магазина, вот, и он решил там себе построить усадьбу. Вот. И это явилось как бы причиной этого противодействия. Я знал, что этот председатель, его фамилия Карев, я насколько помню, он как бы изначально относился негативно к крымским татарам. Даже были случаи, когда приехал крымский татарин, купил дом, и он его снес бульдозером. Вот такая была дикость, понимаете. Вот. Узнав это тоже, я решил все-таки, несмотря ни на что, я останусь на этом месте и буду добиваться именно покупки этого дома. У вас получилось? Вы знаете, он приехал с семьей, земля-то считалась не моя, она считается государственной, то есть колхозной. И можно было с ней что угодно делать, тем более председателю. Он приехал с семьей и посадил на все, 25 соток там должно было прилегать к дому, он посадил буряк.
Вот. И как-то, когда он сажал, я вышел из этого дома, то есть у меня уже были ключи от этого дома. Мы по татарскому договору купили как бы этот дом, вот, были свидетели, все. Я уже жил. Я вышел к нему, говорю, здравствуйте. Он такой, даже не поздоровался. Я, говорит, сюда привезу камень, говорит, и завтра начну строить здесь дом. Я говорю, прекрасно, я буду соседом председателю колхоза, разве это плохо? Вот. Ну, он немного замешался, как бы. После этого я его не видел, будем честно говорить. Он посадил буряк, этот буряк вырос, вот, он уже это самое, зима, его нужно собирать. То есть вы стали еще и обладателем богатого урожая. Да, как бы так, вот. То есть я что хочу сказать, то есть нужно в любом случае, знаешь, если ты прав, ты должен добиваться своей правоты, отстаивать свои права. А потом, значит, когда вот при оформлении дома посылал людей, там экспертизы делались, якобы дом аварийный, там правком ездил, другие лица, которые работают в этом колхозе. Что интересно, сейчас эти люди, которые, ну, как бы выступали против крымских татар, они отдали дочерей замуж за крымских татар, живут прекрасно, вот до сих пор они там находятся. Вот. И как бы, когда я уже прохожу, им как бы, может, стыдно мне в глаза смотреть. Ну, то есть это яркий пример просто мира в Крыму и всеобщей ассимиляции. Я хочу сказать, да, о мире в Крыму. То есть на примере вот небольшой деревни, да, получается, что люди более мудрее, чем сами политики. Они находят решение любой проблемы. Поэтому как бы политикам нужно учиться у простых людей. И на примере одной деревни можно проецировать всю политику на весь Крым. Альмир Шевкетович, с середины 80-х вы активный общественный деятель. Расскажите об этом, пожалуйста. Вы всегда боролись за права крымских татар. Расскажите, с чего началась эта борьба и на какой уровень сейчас вы вышли? Ну, как бы борьба... Вот после того, как... Я еще в Ташкенте участвовал в этой борьбе в национальной, будучи студентом. Был в ташкентской группе. Ну, мы как бы занимались тем, что нужно было куда-то листовки отвезти, привезти. В общем, ну, тогда тоже было очень строго при Союзе. Это дело преследовалось. Ну, мы умудрялись каким-то образом. Ну, будучи приехав в Крым, когда я увидел всю эту вакханалию со стороны власти, понимаете, и я понял, что если не бороться с этим, то оно будет продолжаться. И это отразится не только на моем поколении, это может отразиться дальше, на поколении, на детях и на внуках. Поэтому я как бы активно включился. На тот момент не каждый мог купить дом, потому что и домов-то не было. Все едут, а домов-то столько нет на продажу. Как быть, понимаете? И люди стали думать, ну где-то надо же самоустраиваться, обустраиваться. И возник вопрос земельный, понимаете? Вот. У нас тогда была инициативная группа в Белогорске, и мы, то есть те люди, которые стали прибывать на постоянное проживание в Крыму, мы их стали организовывать, собирать списки и подали, значит, в совет, местный совет, для того, чтобы эта проблема решилась каким-то образом. Опять-таки проблема долго не решается. Мы выстроили пикет возле горсовета в Белогорске. Проблема долго не решалась, а люди как бы приехали, семьи там, они здесь, каждый день звонки, ждут, чтобы, ну, как-то каким-то образом или дом купить, или какую-то кусок земли получить. Вот. Ну, как бы со стороны власти этого не последовало. И тогда мы вынуждены были создать поляну протеста. Это сейчас близ города Белогорска называется Сарасу. Он тоже уже впоследствии стал относиться к городу. Вот. И тогда тихо-тихо стали разворачиваться, стали строить люди. Впоследствии, значит, власти тоже поняли, что, ну, деваться некуда, потому что, ну, такое количество людей едет, и нужно эти вопросы решать рано или поздно. В общем, эти земли нам оформили. Сейчас, если ехать по трассе Симферополь-Феодосия, это при въезде в Белогорск, это огромный город, будем так говорить. С двух сторон красивые дома, магазины. Вот. То есть я как бы являлся одним из организаторов вот этой поляны протеста. И я сегодня рад, я горд тем, что, то есть, мои труды не пошли даром, не напрасно. А представьте, если будучи я депутатом, у меня была бы инициатива там законодательная. Ну давайте предположим, вот хотя бы тезисно обозначим, для чего вы идете в народные депутаты Украины, чего вы будете добиваться? Ну понятно ваш вопрос. Ну как бы я могу сказать здесь так, я иду не сам по себе. То есть за мной стоит большая, дружная, сильная команда. Меня выдвинул депутаты, это Крымская татарская народная партия Милли Фирка. Вот. У нас Милли Фирка есть программа, вот она программа, я показываю. Называется программа «Стратегия 21 век» для крымских татар.
Основным пунктом, значит, этой программы это создание легитимного представительного органа крымских татар. Что это? Что подразумевает это? То есть на базе депутатского корпуса, то есть депутатов всех уровней, от местного совета до Верховной Рады, можно создать крымско-татарский национальный парламент. То есть он будет абсолютно законно избранные депутаты по украинскому закону, абсолютно будут в законной плоскости решать наши вопросы. Ну вот примерно так. Вторым, значит, вопросом, который, будучи, если я стану депутатом, мы должны будем ставить и говорить об этом, это восстановление прав, реабилитация, репрессии. То есть нужно принять закон в Украине. Мы должны помочь о восстановлении прав и реабилитации репрессированного народа. Вот. Ну вот в такой плоскости вот эти основные два вопроса как бы я должен буду поставить перед украинским государством. Почему вы выбрали именно 6-й округ? Как бы 6-й округ это, вы как уже говорили, туда входит весь Кировский район, 6-й округ, город Феодосия и... Старый Крым. Старый Крым это в Кировский район входит. И западная часть Ленинского района. Так. Вот. Мои предки, ну будем говорить, моя бабушка, она родом из села Ойсул, это Ленинский район, понимаете? И для меня как бы это, ну, знаковое событие, я пошел именно туда. У меня там очень много родственников проживает, вот, которые уже, будучи, переехали. То есть они смогли вернуться на свои земли. Там, то есть вы там человек хорошо известный, скажем будем так. говорить так, да, я человек хорошо известный. Вы упомянули такую организацию, как Милиферка. Она действительно очень хорошо известна в Крыму, но все чаще в своих выступлениях вы говорите о Крымско-татарском народном фронте. Что это за организация? Это действительно новое имя в Крыму. Расскажите о нем. Ну, Крымский татарский народный фронт, она сама по себе не организация. Это союз 17 легитимных общественных организаций и мусульманских общин. Как она организовалась, для чего? Если вы помните, в декабре прошлого года ветераны национального движения объединились и решили, что пришло время ставить перед государством, даже мы уже опаздываем, один единственный вопрос – принять закон о восстановлении прав, реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Если этот закон примется, то все остальное будет исходить из этого закона. И в поддержку как бы этим ветеранам собрались 17 общественных организаций и решили, что будут бороться для того, чтобы Украина приняла этот закон. Вот, в поддержку ветеранов. Поэтому создали Крымско-татарский народный фронт, и этот фронт собрался для решения одного единственного вопроса. Можете ли вы простыми словами вот всем зрителям крымским, не только крымским татарам, объяснить, что означает законодательная реабилитация, чтобы уж расставить все точки над «и»? Ну, принятие Украины закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Это закон касается в основном коллективных прав, будем так говорить. Мы знаем, что до войны были два государственных языка, русский и крымско-татарский. То есть этот закон позволит опять-таки восстановить наш крымско-татарский язык как государственный, потом позволит нам создавать национальную экономику, у нас появится право на самоопределение. Вот. Ну, словом, достаточно много прав. Но вот все, что вы сказали, это касается народов целиком. А что получит каждый конкретный гражданин? Ну вот здесь я еще хотел немного вернуться назад. Пожалуйста. Почему этот, я говорю, закон, коллективные права должны будут соблюдаться, потому что на основе этого закона многие народы России, вот такие как чечены, ингуши, потом карачаевцы, калмыки, они как бы на основе этого закона смогли воссоздать свое государство, которое у них было попрано, отнято во время выселения. Вот, поэтому этот закон необходим просто как воздух. И я думаю, каждый крымский татарин это прекрасно понимает. И все-таки что же получит конкретно каждый человек, простой человек? Ну, для простого человека это как бы означает получение вот такого удостоверения о реабилитации. Это восстанавливает индивидуальные права гражданина. Что значит восстанавливать индивидуальные права? То есть компенсирует то утраченное имущество, которое у него было отнято, разрешает ему
поселиться в тех местах, откуда были высланы его родители, его предки. Вот. В общем, дает как бы широкие права вот это удостоверение. Вот. Но мы знаем, что есть как бы еще закон о жертвах политических репрессий, понимаете, вот, по которому многие украинцы получают аналогичное удостоверение, но там есть пункт, где сказано, что на крымских татар этот закон не распространяется. Понятно? Ну, какая-то получается, ну, дискриминация, что ли, вот, непонятно. Хотя крымские татары не менее репрессированы, чем остальные жители Украины. Все время говорите крымские татары, но в Крыму существует 125 еще национальностей. Их проблемами вы как-то собираетесь заниматься или ограничитесь своей депутатской деятельностью только проблемами крымских татар? Что касается остальных крымчан. Ну, как бы, знаете, здесь вот мы и наша сила никогда не отделяли крымских татар от некрымских татар, понимаете? Те проблемы, которые существуют в Крыму, крымские татары такие же жители Крыма. И они как бы близки крымским татарам, и по-любому мы эти проблемы будем совместно решать. То же самое проблемы крымских татар, они, значит, касаются и остальных, и русских, и греков, и остальных национальностей. Ну вот можно привести такой простой пример, понимаете, вот когда, значит, в деревне загорелся дом, да, прибегает вся деревня тушить пожар. Вне зависимости от национального признака. От национального, потому что может сгореть вся деревня. Альмир Шевкетович, вас можно слушать бесконечно долго, вы действительно прекрасный оратор, но у нас остается буквально 3 минуты. Каковы ваши ближайшие планы? Ближайшие планы, значит, ближайший план, это мы хотим провести митинг 18 октября на площади Ленина в 11 часов, на котором мы будем призывать, добиваться от Украины принятия закона, восстанавливающих права репрессированного народа. И хотим призвать всех, без исключения, не только крымских татар, но и русских, и остальных, принять участие в этом митинге. В будущем, 18 октября, это день образования Крымской ССР. В будущем мы хотим его сделать как бы праздником, понимаете, потому что образование Крымской ССР, это было для всех понятно и хорошо. То есть в довоенном Крыму жили и крымские татары, и русские, и греки, и всем хватало и земли, и домов, и имущества, будем так говорить. Поэтому жили дружно, спокойно, хорошо, и мы хотим опять-таки призвать всех крымчан участвовать в этом митинге и, значит, показать Украине, что мы не враги, что мы такие же люди, как и остальные. Если подытожить нашу сегодняшнюю беседу, какова главная ваша цель, как будущего депутата, возможно? Ну, опять-таки, буквально в одно предложение, да, для того, чтобы подбить итог. Я до этого говорил, что все-таки главная цель – это добиться восстановления прав крымских татар. Это главная цель, будем так говорить. Потому что крымские татары наиболее обездоленные, и остались еще 150 тысяч в Узбекистане, которые не могут вернуться, потому что государственной программы нет по возвращению. Есть программа по обустройству. Вот в этом году, в 2012 году, выделили всего 25 миллионов гривней, тогда как на обустройство животных, собак, там выделяется 30 миллионов гривней. То есть эти все наболевшие вопросы нам необходимо решать. Остается меньше минуты. Альмир Шевкетович, большое спасибо вам за беседу. Все-таки я вам предлагаю обратиться с пожеланием, наставлением, наказом к зрителям телеканала «Крым». Ну, зрителям я прежде всего хочу пожелать здоровья, счастья, мирного неба, чтобы все жители Крыма жили дружно, мудрости во время выборов, чтобы пришли и подошли правильно, основательно к этим выборам, потому что именно будет зависеть от тех, кто избирает все-таки, несмотря ни на что, будем так говорить. Ну, и еще раз призвать 18 октября выйти на митинг. Я благодарю вас за беседу. А нашим зрителям остается добавить: думайте, анализируйте, решайте. Доброго вечера, хорошего настроения. Оставайтесь с Крымом.